Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал eLife. Сегодня я буду обсуждать с вами очень важную тему. Гадание для одинокой пенсионерки на одну позицию. Устроите ли вы свою личную жизнь? Почему я решила сделать это гадание? Потому что очень многие женщины писали, что мои гадания не во всем им подходят, потому что, мол, и пенсионерка, и одинокая, и работы, допустим, или нет, или частичная занятость, да, и нет источников, там, дохода, нет возможности быстро завести отношения, чувство одиночества, да, и все такое. И, конечно, хочется посмотреть гадания именно для такой категории людей, для одиноких пенсионерок, что будет ли любовь, будут ли еще отношения, есть ли надежда на то, что завести отношения. Ну и потом как-нибудь мы сделаем также и на финансы, да. Вот сегодня решила сделать на любовь, на любовь. Тут у нас такое вот еще таро интересное, да. Видите? Такая красивая колода. Надеюсь, что вам понравится. Итак, называется наше гадание на таро. Я одинокая пенсионерка. Есть ли еще в будущем возможность завести отношения, любовь, да? Будут ли отношения у одинокой пенсионерки? Итак, первое, что мы делаем всегда, это сдвигаем 3 раза и смотрим напутствие высших сил на расклад. Напутствие высших сил на расклад. Итак, значит, девятка пентаклей. А вот как раз девятка и есть карта людей, у которых состояние одиночества, да. Более того, сама по себе карта насыщена пентаклями. Это значит, что финансовое положение должно у такого человека все-таки дойти до комфортного. Даже несмотря на то, что мы гадаем на любовь, карта приносит благосостояние. И возможно, что в ближайшем будущем у вас какие-то подвижки в эту сторону будут, да, в сторону комфорта, в сторону того, чтобы вы чувствовали себя более в таком устойчивом, стабильном финансовом положении. Голубь — это символ как раз-таки либо сообщения, либо знакомства, либо, может быть, даже чьего-то признания. Хорошо. Но карта, кстати, это счастливая, поэтому хороший знак, хорошее напутствие. Итак, давайте посмотрим, кто вы в этой ситуации сейчас. Вы у нас карта «Нет». Карта «Нет», она показывает человека. Вот видите, женщина, у нее кот. У кого-то есть кошки, у кого-то нет, это не принципиально. Сам факт, что вы как будто бы даже отказываетесь от отношений или говорите: нет, вот мне ничего не подходит, нет, мне никто не подходит, нет, я не могу завести отношения. То есть у вас есть программа «Нет», программа отрицания сейчас по поводу личной жизни. У меня такое было у бабушки. Она жила одна, допустим, там, дедушку похоронила, да, и жила одна очень долгое время, до самой смерти. И я ее спрашивала: бабушка, почему ты не выйдешь замуж? А она всегда говорила: нет, нет и еще раз нет, я счастлива одна. Я не говорю, что вы не хотите замуж, там вы счастлива одна и все такое, но у вас есть какая-то программа отрицания все-таки, что, может быть, вы как-то не разрешаете себе подсознательно, да, что взять и завести эти отношения, или уже теряете надежду. Поэтому слово «нет» и выпало. Что у вас на сердце? На сердце у вас 5 пентаклей. Вы себя чувствуете в каком-то смысле немножко обездоленным человеком, тем, который ищет как будто бы тепла у других людей, но пока его не находит. То есть на сегодняшний день вы считаете, у вас и с деньгами все-таки не очень хорошо, хотя выпал знак, что наладится, да, и вы как будто бы чувствуете холод. То есть вам холодно, вам одиноко действительно. Что у вас под сердцем? Под сердцем 15-й аркан. Это у нас карта как искушений, так и
ну, страх зависимости, да, то есть страх темной силы, вообще вызвать на себя гнев темной силы. Вы знаете, это может быть такое подсознательно, что я боюсь зависимости от личных отношений. Есть любовь, а есть отношения с тираном. А вдруг я попаду в отношения с тираном? Может быть, у вас уже был опыт какой-то негативный в личной жизни. И также эта карта может говорить, что вы подспудно, подсознательно боитесь болезни вашего близкого человека, что вы останетесь зависимы и в сложном положении из-за его болезни. Или он окажется, наоборот, зависимым от вашей. Вот эта карта, она также показывает, вы боитесь, что встретите алкоголика. Вот понимаете, каких-то зависимых людей боитесь. Или самого по себе положения, когда над вами есть некая власть. И подсознательно вы говорите себе «нет» именно из-за этого, что вы не верите даже, что вам повезет, что у вас будет все именно нормально. Вы думаете, что вы обязательно наткнетесь на что-то темное, нехорошее. Что у вас в голове, о чем вы думаете? Четверка кубков. Вы думаете о том, что, возможно, даже были в вашу сторону какие-то предложения или сейчас идут по поводу отношений, но вы пока отказываетесь. Я подумаю или просто отворачиваетесь. И также вам говорят, что можно где-то познакомиться, с кем-то познакомиться или даже на кого-то определенного уже указывают, но вы пока отворачиваетесь, отказываетесь от чего-то. Вообще вы считаете, что у вас скучная, возможно, даже жизнь, какая-то скучная, одинокая. Вот. Вы как-то устали немножко от этого состояния. Так, о чем вы сейчас сожалеете? Туз мечей. Ну, вы знаете, сама по себе эта карта говорит о том, что когда-то, возможно, был какой-то некий резкий шаг по отношению, может быть, к кому-то, да, когда ты взмахиваешь мечом и рубишь. Или обнажалась какая-то правда в вашей жизни, совершенно нелицеприятная про человека, к которому у вас были чувства. Вот. Что-то жесткое такое. Так, что у вас в прошлом? Умеренность. Ну, возможно, у вас и был брак, но долгий и однообразный. Вот. Либо, если у вас брака давно не было, нет, давно отношений нет, то это вот одна и та же ситуация долгое время. Как говорится, и тихо, и спокойно, но и ничего не происходит, да, и время тянулось как-то медленно. Однако в этот период, возможно, ваша душа вот в каком-то смысле немножко исцелялась, если это особенно было действительно одиночество. Потому что умеренность, она говорит не только о промедлении одинаковой ситуации в жизни, но она говорит и о неком эмоциональном все-таки исцелении. Поэтому, возможно, вы и боитесь новых отношений. Будущее. Карта Маг. Ну, к вам кто-то будет проявлять даже инициативу. С кем-то у вас будет общение. Но этот человек, он такой яркий, и он хочет к себе внимания. То есть не только он к вам внимание будет проявлять и даже добиваться, но он хочет и к себе внимания. То есть это чуть-чуть такой эгоистик все-таки, я бы сказала. И, конечно, здесь нужно понимать, что это и заманчивый вариант, потому что вам этот человек явно будет нравиться. Он не может не нравиться, у него есть какие-то явные преимущества и плюсы. Хорошо, давайте обсудим, что да как. Что да как. Сейчас, да, сейчас вам кажется, что вот таких вот прям достойных вариантов, может, и нет. Но явно будет, да, явно будет. Давайте посмотрим в ближайшие полгода, что у вас вообще в личной жизни, ну, появится. Шестерка пентаклей. Отшельник. Семерка жезлов. В ближайшие полгода вы будете от себя всячески всех отгонять, я бы так сказала. Однако, к вам может проявить себя одинокий человек, но которому вы, скорее всего, пока либо откажете, либо не совсем ему будете доверять и общаться по чуть-чуть. Вот так. Это максимум. Я здесь вижу больше защиту личного пространства в ближайшие полгода. Так, в ближайший год что будет?
А вот здесь уже десятка пентаклей. То есть в ближайшие полгода особо отношений я не вижу, да, но в ближайший год они уже есть. Совершенно точно. Луна, Луна, девятка пентаклей. Вы знаете, у вас будут в ближайший год, да, то есть от полугода до года отношения с довольно таким устойчивым человеком. У вас, возможно, с ним семья, серьезные отношения и даже совместное проживание. Но при этом вы все время будете скучать по тому времени, когда вы были одиноки, и даже иногда думать, что вы хотите вернуться в это одиночество. Хорошо, раз у вас от полугода до года начнутся серьезные отношения, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Как будет развиваться ситуация? Вот он, король. Это король пентаклей у вас будет. Король кубков рядом. Это значит, что у вас будут две кандидатуры на отношения в этот период. И карта 15-й аркан говорит о том, что будет хороший король и будет король очень плохой, пьющий. И вы выберете, конечно же, нормального короля. Скорее всего, короля пентаклей. Королю кубков нельзя отдавать здесь совершенно точно предпочтений. Однако этот самый король кубков, видите, хоть вы ему и откажете, но вам будет от этого неприятно, потому что вы бы хотели его исправить, видите, по умеренности. То есть, да, тройка мечей с картой нет, говорите, что нет. То есть вы обратно в какую-то ситуацию плохую не хотите, или не хотите по чьему-то примеру своей жизни плохой ситуации, вы боитесь 15-го аркана. А он как раз таким арканом, вы это четко будете видеть, и вы ему откажете, но он вам больно уж приглянется, западет в душу, красивый, может, или очень заботливый, милый, приятный, или слова красивые говорит. И вы с болью от него откажетесь. Вот. Потому что, я говорю, вот по умеренности вам даже захочется его исцелить. Мол, вот бы тебя вот исцелить, тогда бы я с тобой жила и тебя бы любила. И вы выбираете нашего с вами короля пентаклей. Так, ну и что у вас с ним будет, раз вы его выбираете? Видите, вот опять это десятка пентаклей, вы будете с ним жить. Рыцарь жезлов, вы даже с ним жить поторопитесь. Тройка мечей, вы будете жалеть, что вы поторопились с ним жить. Потому что у вас все очень быстро развиваться будет. Но тройка кубков показывает, что дети будут к вам приходить, дети ваши и его подружатся, совместные поездки. И этот король кубков не выходит у вас из головы совершенно. Вы по нему будете немножечко страдать, как будто. У вас прям мексиканские пошли страсти. Ой... Семерка жезлов, вы от него будете точно отгораживаться, вы не дадите ему хода, да. Восьмерка жезлов и пятерка жезлов говорит о том, что вы даже его с агрессией будете отгонять от себя, хотя вам будет неприятно, конечно. Вот. У вас появится такое ощущение, что вы выбрали отношения счастливые, да, по четверке жезлов, все, но вы чувствуете себя в них немножко ограниченной. Я бы вам советовала все равно выбрать эти отношения, они для вас необходимы и лучше. Во-первых, чем быть одной совсем, да. Во-вторых, растут дети все, или как, ну, родственники какие-то вместе, или семья этого человека, если у вас нет совсем никого, да. Семья этого человека будет с вами очень дружить, вот. И, ну, выбросьте по итогу из головы короля кубков, потому что, ну, ничего хорошего все равно не принесет, вы это будете знать. Исправить его невозможно, вы это тоже будете знать. Конечно, сердцу не прикажешь, я не могу вам там приказать, чтобы вы его выбросили из головы, но вам лучше так будет сделать. Просто образумьтесь, ну что уже, мы все взрослые люди, мы уже быстрее это все делаем. Вот. Поэтому я не думаю, что это долго продлится, зато у вас могут быть с королем пентаклей серьезные отношения. Ну, вот такой ответ вам дали карты. Гадание такое было у нас сегодня для одинокой пенсионерки. Пишите свое мнение. Надеюсь, что ничем вас не обидела. И ну, как у вас это проигрывается. Потом расскажите. Всем пока и до новых встреч.